Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. В эту самую минуту, в эту самую секунду его мысли и чувства к вам. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим, что он там думает, что он к вам чувствует. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, очень много мыслей о дорогах. Дороги, как приехать, как доехать, как бы поскорее вас увидеть. Очень много мыслей. Думает. Либо он уже в дороге находится, да, вот прямо сейчас едет в вашу сторону, к вам едет. Либо он только лишь думает о том, как бы поскорее до вас добраться. И так может отыграться. Теперь его мысли по поводу вас. Ну, во-первых, очень сильно соскучился. Очень сильно. Не знаю, сколько вы там не виделись, но прям такое острое желание поскорее вас увидеть. Поскорее вас, не знаю, обнять, заглянуть в ваши глаза, что-то у вас, возможно, спросить. Но вот как соскучился, как не хватает ему вас. Это первое, что приходит. Второе. Мужчина почему-то себя чувствует по отношению к вам крысой. Ну, вот она, вы сидите, видите, чем-то занимаетесь. Скорее всего, либо с телефоном сидите, либо за компьютером. Может быть, на работке работаете. А вот это он себя так показал. Он такой говорит: я крыса. Либо я чувствую себя крысой. Может быть, он где-то нечестно поступил, либо что-то от вас скрыл. А может быть, даже что-то он такое сделал. Ну, вы все разные, все загадали разных мужчин, но у мужчины идет стойкое ощущение, что он перед вами виноват, что он по отношению к вам крыса. Вот так вот, мои хорошие. А теперь задумайтесь, что же произошло накануне. И, кстати, вам еще это как подсказка, да? Можно сыграть на этом его ощущении, восприятие себя как крыса, вот чувство вины, и что-то, возможно, от этого мужчины, ну, допустим, получить, либо к чему-то его подвести. Вот чувство вины, его чувство вины вам как в помощь идет. Вам как идет помощь. Но тут нет речи об измене, да, потому что все-таки крыса — это не про измену. Крыса — это про постыдные поступки. Может быть, что-то он пообещал и не сделал. Может быть, он где-то о чем-то проговорился. Может быть, он даже, ну, допустим, ковырялся в ваших вещах, либо в ваших там телефоне, почте, да, что-то проверял. Может быть, как-то с расстояния подслеживал. Может, жучок он вам установил, да, и отслеживал, где же вы находитесь. Но он чувствует себя крысой. Виноват он перед вами. Так, но несмотря на это ощущение, все равно ему хочется к вам. Все равно он по вам скучает, все равно, прям, знаете, всеми фибрами души он к вам стремится. Он смотрит на вас, вы у меня тут сидите, чем-то занимаетесь, работаете, скорее всего. Ну, что-то делаете, вы что-то делаете, а он на вас смотрит, он вами любуется. Ему очень нравится, девочки, что вы чем-то занимаетесь. Хоть он вас немножечко и ревнует к вашей работе, ну, потому что, да, она отвлекает вас от него, но с другой стороны, он как не любит, наверное, пустых женщин, да, которые ни к чему не стремятся, ничем не занимаются. А вы умничка, вы молодец, вы очень, кстати, успешная, либо успехом заряженная. Вы для него очень серьезная мотивация, очень серьезная, да, вот, чтобы он там не поленился лишний раз. Надо идти вперед, да, надо же держать марку, надо этой женщине соответствовать. Так, какой же я там жених, либо муж, если я, например, там не работаю, ничего не делаю. Нравится ваша усидчивость, нравится ваше умение самоорганизоваться,
постоянно что-то изучать, что-то новенькое там придумывать, внедрять. Фантазия его ваша очень сильно удивляет. Но он тут в восхищении, в восхищении. Единственное, что ему не нравится, это ваш крутой характер. Что вы иногда такая молчите, молчите, а потом как что-то выскажете. Не в бровь, а в глаз. И да, у него аргументов нет. Ну, либо нечем крыть. Вот это ему не нравится. Ему бы, конечно, хотелось, чтобы вы были немножечко поспокойнее, либо более такая, знаете, понятная, чтобы можно было там предугадать, да, где там границы, где там грани, куда мне не следует лезть. Вы иногда его шокируете своим взрывным характером. Но я думаю, что он, скорее всего, вас доводит, либо просто попадается вам под горячую руку. Вы абсолютно нормальная, в меру адекватная женщина. Вы женщина с изюминкой, вот так бы я сказала. Так, его чувства к вам, но чувства его переполняют. Чувства переполняют, и смотрите, на крыльях. Ну, конечно же, это любовь и влюбленность. Опять же, вы все разные. У кого-то влюбленность, а у кого-то уже любовь. На крыльях он летит. Крыса летит на крыльях любви. Отличные рисунки. И еще в эту самую секунду он думает о том, что вы действительно очень много работаете, и что очень было бы здорово взять вас и куда-нибудь вот рвануть, отдохнуть, хотя бы на пару дней, да, вырваться, либо на недельку. Понятно, что у него плотный график, у вас плотный график, но вот хочется ему отдохнуть. И вот он смотрит на вас и думает: ой, как здорово отвлечь ее от работы, как здорово провести с ней время, чтобы я, она и никакой работы, чтобы нас никто не отвлекал, чтобы мы были вместе. Вот такие мысли у него про отдых тут мелькают. Кстати, может быть, вы должны уже скоро куда-то ехать. Может быть, даже на пару дней там выехать. И вот он об этом думает с предвкушением. Да, предвкушение у него такое идет. Ну, классно, мы вдвоем с ней будем. Вместе время хорошо проведем. Так, еще. Что-то вы ему недавно сказали, вот как разговор у вас состоялся, либо просто вы что-то высказали, мысль, может быть, какую-то свою высказали. И это его задело. Он постоянно об этом думает. Либо он не понял, что вы имели в виду, либо действительно вы его в тупик поставили своим высказыванием, либо своими, может быть, какими-то просьбами, пожеланиями. Как не разобрался, не знает, что с этим делать. Он думает о том, как бы понять, что вы имели в виду, либо что вы на самом деле хотите. Не исключено, что вы вернетесь в ближайшие, может быть, пару дней к этому разговору. Либо не исключено, что он будет расспрашивать одну из ваших подруг, что она имела в виду. Вот вроде как бы сказала, а я головой махнула, а я не понял, что, о чем. Девчонки, если вы понимаете, о чем я говорю, повторите, либо объясните. Потому что у мужчины там мозг взрывается, он действительно не понял. Либо это слишком было сложно для его восприятия. Прям мучается немножко этим. Так, еще. Этого вашего мужчину загаданного недавно кто-то денежно поблагодарил. Допустим, он кому-то помог, ему дали сумму денег. Либо это какая-то премия на работе. Может быть, даже семья чем-то помогла. И у него есть вот сумма денег, я вижу. Ему очень хочется эти деньги потратить на что-то красивое для вас. Опять же, не знает, что конкретно. И тут спросить не может, потому что сюрприз хочет сделать. И в то же время он эти деньги понемножку уже начинает тратить. Вот, девочки, это вам тоже подсказка. Случайным образом, не знаю, будете проходить там ювелирочки, покажите, что хотите. Либо, может быть, вы что другое хотите, там сумочку. Случайным образом там покажите ему где-нибудь там, в журнале, например, либо в интернете найдите, скажите: видишь, какая сумка красивая, вот продается здесь, да, такая-то марка, вот очень я хочу, очень хочу. Помогите ему, а то он вам купит какие-нибудь бусы, и что вы потом будете делать? Либо вещь, которая вам, например, не по вкусу придется. Помогите, подскажите. Он это оценит. А то бедненький, он ходит, мучается. Что касается его чувств. Чувства у него по птице, половинки сердца, но чувства настоящие, сильные.
Опять же, вы все разные. У кого-то влюбленность, да, в чистом виде, ну, потому что недавно вы с ним сошлись, либо недавно познакомились. А у кого-то прям любовь. Любовь любовная, и она все растет, она увеличивается. Птица окрыленный, он рядом с вами окрыленный, понимаете? Вы его стимул, вы его смысл, вы его будущее. Он как вами живет, понимаете? Вы ему сил даете. Вот любовь к вам, чувства к вам, силы ему дают. И вот он чувствует, что не живет, а летает, порхает. Да, сильно. Сильно вы его зацепили. Так, еще в чувствах. Чувство собственника у него постоянно не то чтобы просыпается, но, скорее всего, активизируется. Возможно, он с детства был собственником, но позабыл. Либо не было у него повода, да, чтобы это чувство проснулось. А теперь вы у него есть. И ему, во-первых, вас мало постоянно. Во-вторых, он стал задумываться о том, что будет, если вы, например, уйдете к другому. Либо что будет, если вы не будете уделять ему достаточно времени. Ну вот какие-то страхи у него появились. Может быть, они беспочвенные. Может быть, что-то такое происходило. Но вот есть такой страх, и чувство собственника, оно все больше и больше у него растет, прорастает. И иногда, да, он может себя вести немножечко так странно, и в то же время ревновать может, либо допрашивать, там, где была, с кем была, кто вы, что вы. Есть такой момент. Есть. А с этим, кстати, надо бороться. Пока не поздно, пока это не усугубилось и не выросло до каких-то невероятных масштабов, чувство собственника, надо с этим бороться. Бороться, причем спокойно, не знаю, объяснять ему, на примерах, там, на пальцах показывать. Но вы такая, вы грамотная женщина. У вас даже, знаете, как талант к тому, чтобы человека располагать, либо человеку доносить нужную информацию. Я не удивлюсь, если вы гипнотизировать можете, либо сможете, если этим вопросом начнете заниматься. Ну вот что-то есть. У вас и взгляд такой глубокий, такой манящий. И плюс голос, тембр голоса. Либо вы умеете настраивать свой тембр голоса. Но что-то есть, что-то явно есть. Спокойно, разговорами, все это проговаривая. Вы можете загаданному мужчине помочь избавиться от этой ревности, от чувства собственника. Так, еще по чувствам. Не знаю, заботу показывает. Заботу, ему хочется о вас заботиться. И он, знаете, он понять не может, что это. Может быть, он раньше ни о ком не заботился. Может быть, заботились о нем, а вот он никогда. И он понять не может, что это. Вот что-то хочется, да, хочется что-то для вас сделать, а не поймет, что. Да, и такой вот ходит иногда задумчивый, загадочный, и не понимает, что надо делать, либо как проявить свою заботу, что посуду помыть, не знаю, поубирать, ужин приготовить, либо заработать вам сумму денег, да, чтобы вы там, не знаю, уборщицу наняли. Вот не понимает, девочки, подсказывать надо, подсказывайте ему. Не знаю, то ли вы как-то очень странно общаетесь, то ли вы как друг друга стесняетесь. Вы вроде как и вместе, но какие-то у вас диалоги, смотрите, разговоры, диалоги, они как неполноценные идут. Неполноценные. То ли надо до конца говорить, то есть вы ему что-то сказали, и сразу проверочные вопросы, да? Все ли ты понял? Все ли ты осознал? Так ли ты понял, правильно ли ты это все воспринял? Вот это важно. А то, знаете, как говорят, человек, когда влюблен, он и слепой, и глухой. Вот похоже на вашего мужчину. Он вас видит, да, он вас видит в каком-то сиянии, он видит, что вы что-то говорите. А что вы говорите, он не совсем улавливает, не совсем понимает. Такое бывает, когда влюбляются, когда любят. Такое иногда бывает. Так, что вы должны еще знать, помимо всего прочего? Помимо всего прочего. Кстати, по поводу крысы, я так понимаю, что он вам не намерен признаваться. Вот если вы узнаете, что он натворил, да, тогда он прощения попросит и будет заглаживать свою вину. Если вы не узнаете, то он вам и не признается. Хотя чувство вины он перед вами будет испытывать. Вот. Но там нету ничего криминального. Если бы было, то показали бы.
Не знаю, может, он даже сам себе что-то надумал. Поэтому, ну, вот что есть. Так, с вашей стороны. С вашей стороны какая-то ситуация идет, где вам понадобится помощь этого мужчины. Но вы девушка гордая, то ли постесняетесь его привлечь, то ли в принципе не захотите. Но здесь вам такой совет идет, что вдвоем у вас все получится гораздо быстрее и лучше, чем вы одна будете страдать в этой ситуации, либо пытаться осилить эту ситуацию. Здесь надо как-то его привлечь. И даже, знаете, как показано, что эта ситуация, решение этой проблемы вас очень сильно сблизит. Сблизит, и даже, возможно, вы друг другу в каком-то другом свете откроетесь, да, ну, глубже друг друга узнаете и поймете. Ну, мне в целом нравится ваша отсыпка, я здесь ничего плохого не вижу. Ну, вот пару советов вам было, а так, в принципе, все нормально. Правильным путем идете, на сближение идете, либо на улучшение ваших взаимоотношений. Отношения — это ведь работа, и работа ежедневная и тяжелая. Вот. Если работу свою делать правильно и качественно, вижу, что вы в этом разбираетесь, да, все будет хорошо, все будет замечательно. Все будет замечательно. Мужчина от вас в восторге, мужчина к вам испытывает самые яркие чувства. Вы к нему, кстати, тоже испытываете эти чувства. Он впереди, у вас много всего интересного, там и колосочки, и цветочки. И только лишь все будет закручиваться и начинаться. Так что очень много событий, и все будет замечательно, мои хорошие. Хорошая пара, хорошие взаимоотношения. Тьфу-тьфу-тьфу. Берегите друг друга. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.